должен появиться еще раз банк, да, который возьмет на себя этих вкладчиков. По такому сценарию в игру вступает новый персонаж – дополнительный банк. Ему отдают часть активов и на эту же сумму часть вкладчиков. Далее по принципу «и волки сыты, и овцы целы». Для пострадавших клиентов это своего рода санация, но без привлечения средств Центрального банка. Схема на практике уже опробована Нотобанком и Пробизнесбанком. Соответственно, вкладчики получили быстро возможность получить свои средства или оставить в новом банке их. Ну, а банк получил возможность, какие-то активы от этого банка. Но речь об этом может идти только если хватает конкурсной массы. Окончательное решение за Центробанком. Он же и будет утверждать кандидатуру, если предложение одобрят. Нота надежды и для клиентов ТФБ «Финанс». Сегодня на пресс-конференции прокомментировали и их ситуацию. Нужно подтвердить факт заблуждения, что действительно большая масса, конечно, людей действительно не знали, что такое инвестиционный портфель, что такое консервативный вклад там, и так далее, и так далее. Накануне стало известно, что депутаты Татарстана инициируют страхование средств юридических лиц. Кроме того, сегодня проанонсировали и новую программу поддержки бизнеса – аналог лизинга. Официально презентовать и запустить ее должны в ближайшие дни. Помогут и некоммерческим организациям. В скором времени стартует республиканский конкурс на получение грантов Кабмина на общую сумму 10 миллионов рублей. С 20 марта начнется прием заявок. Под вопросом пока остается и судьба сотрудников банков, которых лишили лицензии. Напомним, их несколько тысяч человек. Начнутся ли массовые увольнения и когда в их услугах перестанут нуждаться, пока неизвестно. Все будет зависеть от того, по какому сценарию будут развиваться события. Александра Севастьянова, Александр Лобанов, ТНВ, Казань.